Жители Важайоля будут переселены в Емву. Сам поселок будет закрыт. Таков итог встречи Владимира Уйба с сельчанами. Ранее они сами обратились к главе Коми с просьбой о расселении поселка. Он откликнулся и побывал там с рабочим визитом. Любовь Лапина о деталях вопроса. Когда-то Важайоль был центром Усть-Вымстроя. Все лагерные пункты по заготовке леса подчинялись именно ему. Возник как спецпереселенческий, позже он стал поселком городского типа. Но сегодня в нем прописано чуть более 80 человек. Фактически же проживает в 2 раза меньше, да и те в основном люди пожилого возраста. Тут вот 46 квартир надо покупать. Ну, разными площадями, если в соответствии с этой программой. И граждане тут готовы по вторичке отрабатывать. Что граждане? Товарищи? Товарищи готовы. Да, по вторичке, то есть они на вторичное жилье согласны, по Емве. То, что можно купить по вторичке, ну там просто боюсь, что не всем хватит. Да? Да. А что не достает, не исключается, что достраивать. Да, ну тут надо смотреть по ситуации, потому что по программе вот переселения из аварийного жилья, сами понимаете, это мы на много лет застрянем в ней. Нет, это надо принимать отдельно. Да. Раз в неделю сюда приезжает автолавка и автобус из райцентра. В таком же графике принимает и фельдшер. Дома, в которых проживают люди, в ветхом состоянии, а коммунальная инфраструктура без капитального ремонта едва протянет еще несколько зим. Впрочем, тянет людей в райцентр не только желание улучшить бытовые условия. У многих местных жителей дети уже давно в самой Емве, и без помощи бабушек внукам никак не обойтись. Я хочу поехать в Нижпогост, чтобы помогать дочери с детьми, чтобы она работала без перерыва, на больничный не выходила. Ей выходить на работу, а ребенок маленький только родила недавно, конечно. Сидеть не с кем. Глава района Анатолий Немчинов позицию сельчан поддерживает. Для того, чтобы признать поселок неперспективным и переселить людей, нужно получить на это согласие у всех 100% его жителей. Они согласны. Чтобы 100% согласия было, потому что если мы закрываем Важайоль, то мы должны его закрыть вообще юридически и все, и не содержать ничего котельное, и все эти коммуникации закрывать. Потому что коммунальное состояние в поселке, ну, по жилфонду я говорю, до такой степени, что тут ремонтировать уже просто невозможно. Тут надо, если вот по дому брать, все коммуникации заново менять и дом ремонтировать. Видели, в каком состоянии? Гораздо целесообразнее купить 46 квартир или даже построить новый дом для переселенцев. Тем более, что и место для строительства в Емве есть. Туда уже подведены коммуникации, при этом сам муниципалитет готов участвовать в программе и взять на себя часть затрат. Владимир Уйба просьбу жителей также поддерживает и сразу принимает решение – строить дом. Люди должны жить в достойных, безопасных и комфортных условиях, подчеркивает глава на встрече. И добавляет, следующий год будет финансово тяжелым, а потому средства нужно предусмотреть уже в этом году. После согласовать их на ближайшем заседании сессии Госсовета, а значит местным властям нужно поторопиться составить смету, подготовить проект и провести изыскательские работы. Любовь Лапина, телеканал Юрган.